Сейчас Благословляю. уже этого выпускайте Кракена, гусара. Нужный момент. А где он все? Кракена. Я не могу найти. Никто не плачет, можно подумать. Никто давно-давно не плачет. Кто из Австрии? Никакие мы не Рекомендую, многострадальные. Это рекомендую вам вам. нашептали, что мы многострадальные. Мы нормальный народ. Поживите с нами и поймете. Никто нас не гоняет, между прочим. Опять техничка нас преследует. В школе техничка преследовала всех. Тоже не ходить по мокрому и так далее. Техничка. И тут техничка. Опять жить по совести и не ходить по мокрому, да? Где только намыли. Никого мы не распинали, Господи, иди прочти, как положено, историю, потом будешь всех обвинять, кто кого распял. Так только неучи выражаются. Я вашу маму. Ну, сначала пиписку нарасти, потом будешь угрожать. Извращенца вышвырните отсюда, модер. Ну, чистый мусульманин, самый настоящий, маша Аллах. В исламе же у них разрешено спать с матерьми, и там с двоюродными, троюродными, с родными. Так что чисто по-исламски они посылают нас. Ну, поэтому он и переживает, что если ислама не будет, этих всех штуков не Обвиняют будет. во всех своих грехах, обвиняют евреев. Я благодарен, что там не спослан вот этот аят 4.23. Если бы не этот аят, там дела могли быть в разы хуже. Сейчас я отошел, просто я попозже подойду с ребенком. Да, все по Хорошо, сунне, да. По суннам и хорошо, по что аятам. Да. запретили. Да, хорошо, что запретили там матерей, сестер. А зачем разрешили? Что это за аморальность такая? Вообще не понимаю. Кто такой дебил, я извиняюсь за выражение, писал такие нарративы, что можно с его позволения можно спать с тем, с той или с другой. Что это за бред и чушь? Это вам что, инструкция, как жить надо или что? Я не понимаю. Я не понимаю. Это Зачем инструкция это Камасутры. писать? Если это так, если там муж жены умер, то возьми ее в жены, возьми там племянницу, сестру, то это можно, а то не можно. Я не понимаю, какой наркоман это писал вообще. А остальные ходят как овцы, читают, вот там так написано, нам разрешили. Вы что, идиоты, живете мыслью другого человека? Там так написано, будем так делать. А мозги где-то есть. На заборе тоже написано. Так и чё? Вперед за родину или что? Или потому что кто-то написал, давайте мы будем тоже так делать. Дебилизм и тупизм, который никуда не приводит. Никуда. В чем здесь Талмуд? Я не про Талмуд говорю. Суры и аяты.
Спокойно говорить не хотят, а вот материться, ругаться в чате, это, конечно, они умеют. Ну, вы знаете, я думаю, что кто ищет ответы, да, он приходит в ТикТок и не матерится, и не грызается ни с кем, а просто слушает внимательно мнение и высказывания других людей для того, чтобы самому себе найти ответы. Вот просто не споря ни с кем. Походить по стримам, послушать людей и, наконец-то, сообразить, как можно ссылаться или полагаться на чье-то мнение вот в этих аятах и сурах, где там написано, что можно переспать, и тот, как там, Салахаддин или кто он там, он так сказал, значит, надо так делать. Что за тупизм вообще? Писаны законы. Да? Вот кто религиозный? Но там нет такого извращения. Все четко прописано, четко написано. Никакого извращения, никакого стыда, когда читаешь. А то, как молиться написано у вас, вот именно в древних писаниях, как молиться, ну, сама инструкция мольбы есть вообще, или как-то и учат ему? Вы знаете, я не могу вам это точно сказать, потому как я в книгах не копаюсь. Насколько я знаю, у христиан есть такая книга, называется Псалом. Псалмы. То есть это как бы молитва в пении. Да? Есть Тейлим. Тоже это читают ее. И это тоже, видимо, как молитва. Я точно не утверждаю, не могу сказать, я не знаю, честно. Но вот то, что я слышала, я вам рассказываю свое мнение. Есть, все это есть. Объяснение, как и что и почему. Я просто сейчас не могу как бы с ребенком. В этом вопросе есть, что мне тоже, я когда общаюсь, мне сразу говорят, вот как бы нужно молиться, это обязательно, то есть ваджиб. А нигде не написано, как молиться. То есть это важный аспект, который тебе как бы открывает двери в рай. Но вот сама эта молитва, как инструкции, вот этой инструкции там, короче, нету. Молитва, Вот сейчас, она есть, но она я думаю, что есть, может быть, кто-то вам объяснит, как это делается и где это нужно читать и вычитывать, а потом со временем, может быть, вы как-то сами поймете, как для вас лучше. Вот. То есть инструкция, она инструкцией, пусть она будет инструкцией, да, а это понятно, что это начало, это база, да, как туда, как понять, как начать. Я думаю, что если вы пообщаетесь побольше с людьми, которые в этом разбираются и молятся, и знают как, я думаю, они вам расскажут по их мнению, а вы со временем поймете, как вам самому лучше это делать. Меня научили когда-то, я потом приехал, например, в одно место, в деревню, мне дед говорит, ты неправильно делаешь, вот так нужно. Переделал немного, как и делал. Потом я уехал в другое место, уехал в Казахстан. Потом мне уже там говорят, ты так неправильно делаешь, так как ты делаешь так. То есть меня где-то понимаете? 5-6 Вот о чем я и говорю. Вы послушали там, здесь. Каждый вам сказал свое мнение, правильно? Вы же не можете жить мнением каждого человека. Вы в итоге делаете свои выводы, как вам лично удобно. Потому что каждый говорит, как ему удобно, говорит вам. Понимаете? Если вам сложно, конечно, вы полагаетесь на их мнение и на их технику.
А Коране- потом Коране не сами вы написано. сами на себе В сделаете Коране выводы не написано, какие-то. как молиться. Не надо, в Коране это не написано. Ну а ему-то говорят, что там так молись, то здесь так молись. Это в хадисах написано. В хадисах, вот. Говорите Шма Исраэль, и все будет хорошо. В хадисах тоже написано, что ну, Не, я просто часто слышу это. Шма Исраэль, по-моему, да? Что это означает? Если дословно, это... Ну, есть молитва Шма Исраэль. А если дословно перевести вам эту фразу, то слушайте Израиль. Вот, то есть, как у мусульман молитесь в сторону Мекки, да? Вот евреев молитесь в сторону Иерусалима. Ну, то есть, мы все молимся, так или иначе, да? И как бы вы там Бога не называли, да, он все равно остается Бог для нас, для всех. И как в той или иной религии обстоят дела, естественно, мы не будем это смешивать, да? У каждого свое, и каждый человек воспринимает эту жизнь по-своему. Мы не можем втюхивать насильно что-то или затаскивать его куда-то насильно. Человек должен сам ко всему прийти, сам. Хадис. Так. Учите мальчика молитве, начиная с 7-летнего возраста, и бейте за отказ от нее 10-летнего. Сообщается, что Абу Сурей Сабр, довольный Аллах сказал, посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассалям, учите мальчика молитве, начиная с 7-летнего возраста, и бейте за отказ от нее 10-летнего. Хороший хадис, который приводит Абу Дауд, Тирмизи 407, сказавший хороший хадис. В той версии этого хадиса, который приводит Абу Дауд, сообщает, что пророк саллаллаху алейхи сказал, велите мальчику молиться, когда ему исполнится 7 лет. Наверное, вначале он сказал велите, а вот, наверное, позже переделали, сказали еще и бейте. Учился раньше в одной арабской стране, когда-то много лет назад. И я вот такую картину наблюдал. Вот утром получается, тот, кто приезжал учиться, нас всех ставили отдельно. А вот кто там местные были, арабы, они стояли отдельно, их гораздо было больше. Я помню, учитель выходил так, он так со школы выходит, такая лестница высокая получается, они стоят они в ряд стоят снизу перед ним, как бывает, Гитлер такой стоит. Вот он стоит, у него рука в руках такая длинная. Нас они вообще не трогали, приезжих вообще не трогали, потому что там так не прокатывало. А своих арабов, он выходил, так перед ним стоял, такая длинная такая труба у него была резиновая. Он так смотрел на нее, такая, как палка резиновая, и просто в толпу ее закидывал, прям в толпу. Потом, в кого попало, он говорил, ты принеси сюда ее. И он подходил к нему, он трубу брал, и еще его, его еще пару раз по ногам, говоря. И это был старт учебы, начало учебного дня. Ужас. Вот это ислам. Вот это ужас. Или это преподаватель такой? Это ужас. Понимаю, нас в детстве заставляли учиться. Учиться! Но не до такой степени, чтобы туда загонять и бить еще и... Дочь повредила ногу. Нужны. Нет снисхождения никому. То есть может каждый попасть под
под руку. Особенно разница, походу, там нету, что своих, что чужих, короче. Бей своих, чтобы чужие боялись. А зачем бить? Вы что, животные, овцы? Я не понимаю. Снисхождения никому не будет. Да я бы сбежала оттуда, чтобы меня насильно заставляли, еще и били. Кому насильно что понравится? Вот честно, вот скажите мне. Вам нравится... один вопрос, секундочку. Вам нравится тыквенная каша? Сублиминал, ответьте мне, пожалуйста. Ну, если честно, тыкву не очень люблю я. Но если, может, вкусно, попробовать. Ну вот смотрите, хорошо, вот вам не нравится, мне тоже не нравится. А если бы вам сказали, кушай, это нужно для учения, вы бы ели? Вот вам не нравится, но это нужно для учения. Вы бы это ели? Хороший пример. Думаю, да, если бы это реально от нее была польза, может, кушать одно. Значит, вы раб. Ну, может Вы- быть, может быть. Вы раб. Может быть. Понимаете, вам нужно выходить из Ну, рабства. нет, мы же, если разговор идет о детях, то одно, если о взрослом человеке, то совсем другое. Я же говорю о детях, дети так и будут есть, что им поставят. А я вас учу выходить из рабства и вытаскивать мышление, и детское тоже. Насильно нельзя ни к чему прийти. И никого насильно привести никуда невозможно. Нужно, чтобы человек сам пришел к какому-то пониманию. Как невозможно? Как невозможно? Невозможно привести бордель в голубой дом Аллаха можно насильно. Голубой дом Аллаха? Что это? Где это? Это Фирдоус называется, голубой дом Аллаха, публичный дом. Завирусилось видео в чеченских пабликах. В Чечне, в школах хафизов издеваются над детьми. Кто в курсе? Старый ролик, по-моему, который... Кто О, ну видел? если выпьешь мочу пророка, попадешь в рай. Ну что это за бред такой? Я вообще не понимаю, откуда это берется. Кошмар. Да это ужас какой-то, ужас. Такие мерзкие Зачем? Зачем? Объясните. Дебилы того времени писали такие. Вы видели в какой-то книге нормальные вот такие вот разъяснения? Я извиняюсь очень. Про месячный, про мочу, про бред. Противно даже. Когда кому-то из своих знакомых сказал, говорю, вот входи себе, читай, говорю, и там сплошные месячные. Я говорю, мне это Здравствуйте. интересно. Добрый Добрый день. вечер. Висхила Гала, мы тебя слушаем. Так, Имар. Как его зовут? Имар. Висхила. Бред сумасшедшего. И люди по ним живут. Кошмар. Здравствуй, здравствуй, та'ала ва баракату. Мархаба. Джудл Хусни, мархаба. О чем болтаем? Мы рассказываем о великом Израиле. Что-то можешь добавить? А какой у него Общаемся величие? с братьями нашими, с евреями. Тут кто есть? Это все евреи? Да, Чеченские евреи, все евреи, Да, да. чеченские евреи. Еврейские чечены есть. Наоборот. Еврейские чечены. Вот у нас Леон еврейский чеченец. Главный вот этот виновник вот этого чата, это Горский. Чеченских евреев ведь не существует. Ты, секундочку.
А Нух, Вон в комментариях посмотри. мы же Что потомки делается? Нуха, правильно же? Потомки Нуха же мы. Ноя. Ноя, правильно. Ну, А с чего вы взяли, потом... что мы потомки Ноя? Баккачнах, войнуах поехмарит, яхи, войнуах. Ну, потому что Коран — это продолжение Торы. Вот, если вы не знаете, поэтому вам и говорят, что откуда вся история вышла. Ну, из предков Ноя, из Торы все вышло, понял? И продолжилось христианством и мусульманством. А, То есть начало было где? Вывод делаем. После Великого потопа мы потомки Я имею в виду, начало Ноя. было в Торе. Так, мысли вслух. После потопа мы прямые потомки Ноя, и от нас произошли сами евреи. Так, мысли вслух. Это были мои мысли вслух. Я в курсе. Спасибо за поддержку. Вот. Не, весь- подожди. Ты говоришь, что ты еврей, но ты почему говоришь астагфирлах, если ты еврей и не присутствуешь к исламу? А почему они могут Чё, астагфируллах говорят, альхамдулилля? Есть Почему нет? мусульманские евреи, есть по 72% некоторые. Да. Но можно еще один вопрос? Вы поддерживаете Израиль? Альхамдулилля, маша А Аллах, маша Аллах. почему? Вопрос. Почему? А почему нет? Вопрос. Не, а почему не за Палестину? Потому что Аллах любит евреев больше, чем арабов. А где это сказано? В каком хадисе это достоверно? Там аяте, в хадисе сказано. Красавчик, да, это молодец. Это на деле, в реальности, вот так. На деле, ты мне просто доказательство докажи, скажи суру, аят. А ты жопу не рви. Может, Суру ему расскажи. А вы что сразу задеваетесь? Вы что, не можете ответить на ваш вопрос? Пришел тут доказательства искать? На ваш Не или на понял. твой Да, вопрос? я пришел, потому На что вы твой начали вопрос. здесь. Вы начали здесь болтать, На что ваш вопрос, бывают да, чеченские евреи бывают чеченские. Почему Ну вы так бывает, решили? что ты не знал? Подожди, Уже а- давно, уже где-то 3 года или 4. Легам хаатсун сунуах поехмарит, яхи, хуй хаатсун суа. я халки его. Если, короче, эти самые русские чеченцы есть, потом арабские чеченцы есть, почему еврейских не может? Почему есть русскоязычные чернокожие люди? Вот расскажи мне этот феномен. В России и чисто говорят на русском. Потому что Ну-ка, Иван расскажи в об этом Африке феномене. вахтовым методом работал. Есть баг, да? Так вот, чеченские евреи — это тоже баг. Но в нашу сторону хороший баг. Израиль это великая страна. Поддерживаете, я задаю вопрос. Не, секундочку, ты там был? Алхамдулилля. Аллах Альхамдулилля, Акбар. альхамдулилля. Израиль мощь. Альхамдулилля, ты там был? Скажи честно, был в Израиле? Я задаю вопрос. Мне Подожди, интересно. ты был в Израиле? Не, Чтоб мы подождите. понимали. Да он даже не знает, Нет, в какую не был. сторону Израиль. Вот когда ты будешь в Израиле, тогда ты будешь задавать такой вопрос, где, кого и за что мы поддерживаем, окей? Не, а подождите, Приезжай к нам- вы отвечаете Приезжай к нам в вопрос на- Израиль, Не, и ты подождите, таких вы вопросов отвечаете задавать воп- не будешь. Вы отвечаете вопрос на вопрос? Вы на вопрос ответ не можете ответить? Мысли. Еврейка, я Дайте я отвечаю спрошу вопросом мысли, на секунду. вопрос. Говорить будете вы все, поверьте. Дайте я спрошу. Хуй нохчо, ты чеченец чистый? Во, нохчи, алхамдуй, худаец, алан, чеченский, Ну, ты еврей, с скажи- какой стати? Все хачи, да? Ногчи, хачи. Да, я Ну спрошу. понятно. По Дайте- акценту видно, что он из Европы чеченец.
Ну, конечно. Да, понятно, да. Один говорите, кто со мной... Şeçelo mekşnahçı. Şeçelo Что ногти, Ва? Катя? Ахио. Şeçelo mege. Тычало, صحيح خبر ديت وتحنا خبر ديت ميجيسا. Свет. Давай, Дайте мне Агар. слово сказать, дайте мне слово Şeçelo сказать. А mekştu. ну определите, кто тут кадыровец, кто тут за этого, за Джакарду ударил. А ну-ка. Мы лук Elhamdülillah. Израиль. Да его уже давно нет, они его все вспоминают. Смотрите, Пускай горит, говорит да. кто сейчас со мной говорил. Şeçelo mekştu. Он бахшло яцот, мол قمل дей, что просто хуале шо. Давай по-русски. Он şeçelo mege. Я тут. Кто там Мегут? из Израиля что-то? Чичало, мегут. А он Смотри, туда смотри, ишь вопрос. Смотри. Namo on nahçı mohola şeçelo mekş. Мегшдат бахто. Tak bu her şayet mekştu bu giyali neg. Yalo dak de neg. Oh. Nahçı metti yat. Ох шум дати, яло мегштан, сел قمل. مегшдат ма бах. Секунду, подожди. Кішнел вашындық ұйтаған. Әлі чхэн, цәрмиялы, сөйлешелі болғыш. И вообще, и диалог вообще он завести, ох, чё. ده قانا نخو ناخچه و حجم ویزا بقع ناخچه بل تحتش ما تقول ده استوش حجویزا Şiçelo. قوام بو Именно. Bude üyate itaar boyozdu. Амир. Иса. Имар Укуй. Походу. Валлах. Марат, Şiçelo швак, так губа. Астегват, ох, тегват. Вац, у него просто акинский диалект, вы его неправильно понимаете, он отрицает такое. А я Да, я утверждаю, отрицаю. что в Şiçelo, Хасавюртовском районе... так гуат. تقوات ما سزال ديت قرعة ممات. هو ما شو هو короче, كيف أنت خبرات يهود. красавчик. Alhamdulillah. وصابر ده بايمر تاقوات بوتو Собор взял из предела мою реально. بقى بايمر تاقوات بوتو Баха. Тогдел вопрос, дар шичало меги. Ох, яло магат, ох. Тахинт поехмар юк хундвечу. بايمر سيال سينا شيش خايون ده شو يعني نوع بايمر شو Короче, ты сейчас ему удар сделал. Так, меня здесь Профет СС пишет. Ибра тупит. Ну, не совсем, да, короче, мы здесь так. Юморная у нас тема. Ну, по Да, сути, можно по-русски? Все так У есть. вас микрофон включен, я знаю. И что, я вам мешаю, что ли? Ой, Знаешь, что у меня микрофон включен? подождите, можно один вопрос? Можно один? Ну, поехмар, бах не бахаш. Брат, по-русски говори, Амар. По-русски говори. Вы говорите, что чеченцы произошли от Ноя, да? Чеченцы, да. Чеченцы произошли, вы говорите, от Ноя? Не, я говорю, Ной произошел от чеченцев. Так, еще версии будут? И так все ясно. Что тут перебирать?
Это как? Примета как данность и все. Амар, в первую очередь, бусу бога, я в первую очередь ногчу бога. В первую очередь бусур мог. А из-за Альхамдулилля. Альхамдулилля. Не, мне интересно было, ты в первую очередь чеченец или ты мусульманин? Я понял, альхамдулилля. Не, сам. Очередь. Суаму бусулб. Вот тебе хрест, если не веришь. Вот. Это сама истина. Так, пацан, ты не ответил. Ты в первую очередь Нохчи или Бусул? Бусулб. А ну побожи. В первую очередь Кришна и ту. Мне понравился настоящий мусульманин, вот тебе хрест. Аллаховский раб. Вы хоть смотрите Леон, чат, а у вас ребята? есть в первую очередь кришнаиты, потом евреи? Ну, кришнаит, потому как у них в кришнаизме Бога нет. А к евреям придешь, найдешь Бога, но не увидишь. По-моему, ж там же учение, а не религия у них. Нет? Нет, я не говорю про религию. Да, у них учение, да. Кстати, ни к чему Толковый. земному не прицепиться, потому что у них идеология такая, что у них нельзя никого обижать. Вот, но Бога не существует, они совершенствуют себя. В начале Для них 90-х Бога годов, вроде когда я возвращался на родину из России, откуда-то, помню я, в поезде были дагестанские ребята, кришнаиты. А тогда новая волна была. Вот. Аварцы, там, лезгины, все в комплексе были. И ехали откуда-то из России, на родину возвращались кришнаиты. Что рассказывают? То есть Ну, это начало 90-х. кришнаитом быть, короче, не вариант, а вот если ты еврей, то я буду даже искать в турбинах самолета, получается. Класс. Хорошее примечание. В Минах неплохо устроились евреи. Я видел, как они там живут. Дискотеки даже устраивают там. Да, там все условия полностью. Уют, просторно. Мусульманин? Кстати, Вендетта. Обрати на фокус-покус. Полупокер. Полупокер. Обрати на фокус-покус. Вам Аллах помогает, я же знаю. Это Аиша все сделала. Это песня оттуда, да? Аиша, écoutez-moi, Аиша. Класс. Сейчас вроде оргазм словила, оргазм. Это, слушай. А вот ты мусульманин внизу, который сидит? Вообще этого замешательства вели, как его там, имарат или как его. Амар. Чего это? Он пошел искать, где он произошел от Ноя. Видишь, Амар зерно Хуям, сомнения бросили в него, и теперь он в замешательстве. На 100% уверен, что у него в руках сионистский телефон. Айфон, наверное, сионистский. Он дисковый? Все. А интернет? Интернет Но это трофей. Это трофей. в выпуклом телевизоре
Помнишь, раньше так без пульта, вот который этот переключался парень так. внизу, Ламповый телефон у него. А как этого парня зовут, который внизу сидит, вот этом сейчас? Он мусульманин? Амар. Ну, Пока по не буквам трогай. кто он? Он Он сейчас, сказал Амар. он Сейчас пророка я назвал написано. плохим словом, сейчас пророка обозвал. Поэтому он сейчас Амар, на арабском написано Амар. Я на- Амар. Это не Амар, Амар, это Амар. Амир. Это не Амар, а Амир, А, во-первых. Амар. Во-вторых, у меня Во-первых, есть вопрос. на арабском... Во-первых, подожди, тихо. У тебя на арабском написано Амар. Если не Да, знаешь. не Амар, а Амир. Снизу, снизу Амир видишь? другая буква. Амир другая буква. Не учи меня арабскому. Нега, хай арабский, может, Так что, Леон, все правильно. Леон Лёд, лучше знает Он арабский. все правильно Так что не говорит. спорь. Ладно, он все правильно говорит. Там написано Амир, всё Мой правильно. ИИ. Нет, Перевёл это. это А. Не И, а это А. Не, А, И идет... потом мы, снизу Да, идет, а потом Амир, Р. Амир по-другому. Нет, там снизу Амир. у него стоит такая штучка одна. Там не видно просто ее. Надо увеличить. А Ну, я может думал, быть, я не вижу что там штучку. написано... Я думал, что там написано кальмар. Короче, Лучше кальмар. Амир, Можно Это один- новое еврейское Можно имя, один кальмар. вопрос? Давай. вопросы пока ты Да, отлично. Лиза, да. Ты мусульманин? А, Ты мусульманин? Он уже Не, ответил, подождите, он я уже ответил, хочу Леон. вам Чё вопрос вы? задать. Можно вопрос задать? Валай, можно. Так, смотрите, вы говорите, что вы мусульманины. Вы сейчас вы мусульманины, либо евреи. Вы поддерживаете и то, и то. Я не могу понять, кто вы. Alhamdulillah, Ну да, мы мы мирные Да, евреи, мы, мир мы поддерживаем. Израиль. поддерживаем Израиль. И Не, я вас не и свободу слышу. Можете пациентов. по очереди говорить? Я Я вас не дуа слышу. делаю на каждом намасте за Израиль. Буду. Каждый по очереди кричит по-разному. Скажи мне, вот ты мусульманин, правильно? Амир, Я чеченец Да, я Акинец я Амир, слушаю, и я поддерживаю да. ты Израиль. мусульманин? Эх Ты ты. мусульманин? Да, я мусульманин. А что ты, Выбор. алхамдулилля, не кричишь? И что вот это все? Воистину там и дальше? А если Ладно. человек про себя знает альхамдулля, а он про себя говорит, так тоже можно. Хорошо. Это не обязательно Тоже вслух можно. говорить. Окей. Скажи мне, а вот кто пророк у мусульман? Пророк Мухаммад, алейхиссалам. А как ты понял, что он твой пророк? Он не пророк, он сказал, что он почтальон. Потому что Посланник он. Почтальон. Класс. Такое еще не слышала. Как ты понял, что он пророк? Амир. Как Варака сказал. да, Не, я ну вот слушаю. я вот честно хочу спросить, ни один мусульманин не может мне ответить, как вы поняли, что он пророк? Ему было неспослано откровение. Откровение. Всевышний ему сказал, что он пророк. Ему Всевышний доложил, что он пророк. Что забыли, Леон? А, Время подождите. забыли. Давайте вот что а мы люди сделаем. как поняли, что он пророк? А люди как поняли, что он пророк? Они поверили в него. Алхамдулилля. Очень. Верят в единого Бога. То есть я сейчас сегодня скажу... Поклонение я единому сегодня- Богу. Подожди, я сейчас сегодня могу прийти к вам, бабуинам, и сказать, пацаны, я пророк, мне Аллах сказал, что я пророк. Так получается? Не Так просто это было? ходишь, Нет. ты вначале пройдешь, завоевываешь, Давайте вот что мы выбираешь сделаем. женщину, рабство. Давайте вот так вот что мы сделаем. Я хочу быть вашим пророком, я хочу понять вашу систему, как это... Вас После него наебали? Леон, тебе мало, что Вы ты мне будете джизы машина? платить. Вы мне будете джизы платить, деньги. Тут еврейский ход пошел. Нашел, что уже у почтальона спрашивать. Скажи мне, как вы поняли, что он пророк? Ты типа со скидкой пророк. После него пророка не бывает. Не будет. Окей. Да, скажи, смотри, вот я сейчас прихожу к вам, говорю, так, шлемаза, слушайте внимательно, я ваш пророк, да, все, верьте мне, я сейчас нарисую тоже Камасутру и вам Раз дам. лежать, два тихо. Да, все, это хватает?
Ну как вы поняли, что он ваш пророк? Скажем, пришел человек, сказал, я пророк, я разговаривал с кем-то, вот я пророк. Луну поделить можешь? Луну. Как мусульмане поняли, что он пророк? Что сейчас, скажем, любой человек мог прийти и сказать, что он пророк. Надо было какие-то признаки, какие-то симптомы. У него летающий ишак был. Ты задаешь слишком трудный вопрос. Машиах, а не пророк. Я задам другой вопрос. Леон Почему несет добрую весть. Почему У него евреев все был время летающий изгоняли? ишак. Сотни Летающий списков. ишак был у него. Вот как у Вендетты было. Есть такой дрон называется, дрон, тоже летающий. Значит, я тоже пророком. Скатерть самобранка. Кто лучше? Подожди, вот как вы поняли, что он пророк? Можешь мне объяснить? А ты можешь вообще не смотреть по сторонам и где угодно фугас положить. Ты не понимаешь, что ты комбинул. Я прихожу к ним, говорю, Шлемазовы, слушайте внимательно. Я ваш пророк. Платите мне джизу, платите бабки. И они начинают мне платить бабки. Вендетта, классная тема, блядь. Ты зря это. Надо продвинуть эту тему. Понимаешь, А ты на так, что крыше пришли- своей жены, родственников, на крыше залезаешь, там фугас кладешь. А, это тоже надо сделать? Обязательно. Сэм это Феррари, Не, я сумма. буду другим пророком. Я буду другим пророком. Я буду таким справедливым пророком, хорошим. Хорошим пророком. Кстати же, все пророки были евреи. Так, слышите? А, кстати же, все пророки были евреи, так у меня все шансы. Так я... Сомневаешься, Леон? Можно А задать как- вопрос? Задать вопрос Как можно? мусульмане... Я же тебе задал вопрос. Ну, Здравствуйте. задавай. Как мусульмане поняли, что Мухаммад он пророк? Ты повторил один и тот же вопрос. Тупой вопрос. Ну, во-первых, Вы не ответили Дома. его. Вы не ответили его. до пророка не было. Пророку было неспослано откровение. Всевышний сказал, что он пророк, и он начал распространять свою религию. Открытку. Аллах открытку отправил, да? Хавек шаже гуанса, вилавилш. Я следующий дам вопрос, когда вы закончите. Когда ты сдохнешь, он будет смотреть и смеяться с этого. Посмотрим. Как сказал Рамзан Кадырка, мой отец тебя в гробу видит. Путину, помнишь, как он Аллах, сказал? папочка. Вендетта? Вендетта? Мой отец тебя в гробу видит, правильно? Когда Даже закончите, не дайте мне задать понял, вопрос. что это такое. Мой отец тебя в гробу видит, Вадим Вадимович. Подожди, брат, что ты говорил на Рамзана Кадырова? Рамзан Кадырка бар, он бар. А хундбах, а он худини, во. Не, просто объясните, ладно. Прямиком из Сурсада, что ли? Не, что он вам плохого сделал? Просто объясните мне. İslam на dini вопрос ответ. galtadan su. İslam dini А galtadan. худин галдех лицо. Хубехан галдех. Вот сагинон su. Обязательно должен. Ребята, давайте по-русски, а то я вас выгоню отсюда. Алло. Да, вот Рамзан Кадырка сказал, что вот что они делают, вот эти муджахиды. Не обязательно вот эту бороду отращивают, а обязательно усы сбривают, сказал. А пророк что сказал? Усы обязательно укорачивают, а бороду отращивают. А Рамзан Кадырка И сказал... красить хной. Красной. И, кстати, вся вот эта проблема с Кадыркой именно из-за усов. Дырка. Смотри, у меня один вопрос. Ты можешь определиться. Ты либо еврей, либо мусульманин. Ты поддерживаешь и то, я не понимаю, Я кто ты. чеченский, горский, А можно еврей, и то, мусульманин, С вашего альхамдулилля. разрешения можно? Я, Нельзя. вот, смотри, я не понимаю, как ты это на вопрос мой ответил. Ты все вместе сказал. Можешь одно сказать? Поддерживаем мир во всем мире. Четко объяснил, что он горский еврей.
ты мне не ответил на мой вопрос. Подожди. давай, задавай. Ты говоришь, что ты Давай, мусульманин. подождите, дайте Леон вопрос задаст. Да, я тебе задал самый простой вопрос, элементарный вопрос. Вот ты кричишь, что ты мусульманин. Пришел Мухаммад, дал тебе ислам. Окей? Я спрашиваю, окей, а как... Подожди, ты извини, что пророк? перебиваю, Да, но извиняю, пророк прощай, Мухаммад нам не давал, Не давал Коран? нам не передавал ислам, он не спослан был нам. Коран вам не послали Коран? Что-то интересно, ну-ка. А кто вам дал Коран? Коран Вендетта, да? не частями. А что Нет, было? не полный был. Он был не Не полный спослан был? частями. А что Он был было? не полный. Как было? А как Коран передали? Что? Как Коран передали? Коран. Коран был собран. Собран кем? Сначала, по-моему, начал Абу Бакр, потом закончил, дальше закончили Коран. Окей, после смерти Мухаммада, правильно? По-моему, нет. Как нет? Не точно. Как это не, Не да? точно. Когда Абу Бакр? А ну убивай, когда Абу Бакр? Разговаривай там, учиться. Видишь, поплыли уже. Так значит, смотри, Коран, Священное Писание должно прийти с пророка. А Священное Писание, как получилось так, что оно не пришло с пророка, правильно? У вас там много, давайте. Внимание, вопрос. Давай, внимание, вопрос, давайте. Черный ящик в студию. Священная Камасутра было начато писать после смерти Мухи Грибоедова через 50-60 лет. И Раскольникова. Да. Можно вопрос задать? Подожди, мы не закончили с тобой вопрос. Подожди, куда ты бежишь с вопросом? Получается, что Мухаммад не передал Коран, правильно? Да? Как же он может быть пророком? Я же говорю, он передавал его частями. Полный Коран не был не спослан, он был спослан частями. Потом его собрали. Аятами. Частями кому? Аятами. Куда он Аятами, передавал? страницами. А кому он передавал? Пророку, ты глухой что ли? Пророк передавал пророку? Следствие идет. Да. Он больной на голову. Всевышний передавал аяты пророку. Тот их запоминал и записывал. Потом... А как он мог записывать? Подожди, стоять. Как он мог записывать, если он не умел писать и читать? Мухаммед это муха грибоедов. Он мог другому сказать записать, в чем проблема. Мухаммад не умел читать и писать. Он сам об этом говорит. Он еще говорит, что его ума... Ты больной, что ли? Салам алейкум. Он не умел читать. Тихо, не подгорай, я же... Ну. Я здоровый, давай, только не подгорай, спокойно говори. Он еще говорит, что его ума тоже была неграмотная. Он запоминал аят и давал его записывать. Говорил. Ты уже поменял эту теорию. А кому он давал? Где-то написано, что он давал, переписывал. Где ты был? Покажи мне. Спасибо, Настасья, спасибо. Хватит. Спасибо большое. Подожди, мысли, не это избивай. И так тяжело ему. А где это написано было, что он передавал, читал? Это где? Я хочу почитать. Ночью тут подарками закидали всех. Со своей стороны. У меня другой вопрос. Ты видишь, ты не можешь ответить на самый простой вопрос религии. Получается, Мухаммад, он не пророк. Коран собрали люди, да? И поэтому у вас были реформы, что вы меняли Писание в Коране и сжигали и уничтожали. И поэтому вы первый же Коран, вы его сожгли, Понимаешь? То есть получается, что Коран недостоверный. А если Коран недостоверный, значит ислам не это фикция. Я тебя поздравляю. Давай, ты же говоришь, послушай, ты же говоришь, что
Коран недостоверный. Ты говоришь, что Коран недостоверный, не так ли? Не я говорю, это не я говорю. Это вторая сура, Ну ты- 106 аят. Ты только что сказал. Ты говоришь, что Коран недостоверный. Как не сказал? Ты Вторая же только сура. что сказал. Это говорит вторая сура. Это говорит вторая сура, 106 аят. Понятие накс. Это ваш Коран говорит. Что там Базар говорится? отвечает, мама. Что там говорится? Скажи-ка. Что у вас там, Джамшут появился? Джамшут вылетел. Почитай. Теперь понятно, почему вас все время изгоняли 1000 лет. Вы же никого ненавидите. Вам же ведь плевать на других. Когда вы гореть будете, я буду смотреть и улыбаться, потом посмотрим, кто из Вот нас выиграл. как раз, да, представь, в раю будет такая опция там, ну, такая возможность заглядывать часто в ад и прикалываться с вот этих, которые там горят в аду. И, короче, например, вот Мухаммад, у него папа и мама в аду будут, и он будет туда тоже заглядывать и с них прикалываться. Ага, давайте их жгите, короче. Последний козырь кинул. Какой это был козырь? А у тебя раньше Леон что? его Ты замочил. Какой козырь? Получается, если бы ему это откровение не пришло, что якобы будет гореть его мать, а он пойдет в рай, то получается, если оно не пришло, а нигде не горели бы, получается. Так, Амир Паша вернулся. Почтальон наш. Амир, Хабус Албуй. Не, сабр дева бусом. Хай бусом вому охи. Я 72%. Смотри, почему 72? Потому что мочкошный. Потому что не принимаю всю вот эту вот мерзость в Санта-Барбару. Например, у тебя есть родственники? Ну да, конечно. Смотри, спроси своих родственников, прав ты или нет, что ты вот такой на 72%. А бусон барица. Что на огороде? Вообще по 8% максимум. Тебя сейчас ковырнуть, ты там процентов не будешь Я тянуть. кушаю, ребята. Я кушаю. Пожалуйста. Приятного аппетита. Амир Паша, куда ты делся? Сколько? Так, смотрите. Ага, окей. Подождите. Ребят, там суфлер, давай его сюда сразу. Там команда. Смотри, какой Да. никнейм. Нахская, даже не могу проговорить, история. Нахская. Угу. Что после того случая, когда дагестанцы залезли в турбину самолета, евреи перестали пользоваться данным лайфхаком, их спалили. Какой это был лайфхак? Вообще-то там евреев не было. Что они там искали? Раз не было, так они знали заранее, где они летают. Просто в этот день не было, а так всегда летали. Не, они просто там это самое спрятались. Ведущий, я, короче... Ведущий, можно вопрос? Стрим шикарный. Я согласна. Ведущий сейчас Камеди чуть-чуть Клаб занят. отдыхает. Смотри, можешь меня добавить на ПП вот тут аккаунт? Я просто с этого аккаунта хожу, там на зарядку надо поставить. С другого аккаунта поразговаривать можешь? Так я модер, я тебя тоже могу. Как Вот, который? смотри, вот Который? запрос. Фэшап.
Нету никакого, не вижу. У тебя приватный какой-то? Вендетта? Посмотри. Блядь, савр, Короче, я не вижу. Вендетта может только видеть приватный. Да, я уже устал сменяться сегодня. Класс у нас эфир. А где мой этот избранный помазанник? Блин, это опасный. Его надо здесь вычислить, кто он. И лечение, что-то надо сделать, потому что он уже... Он всегда такой, Лео, ты давно его видел здесь? Да. Думаю, он нездоровый. Ухудшается состояние или он на старте такой же был? Волнами. Иногда он приземляется. Бывает такое, да? И, кстати, очень нормально, можно с ним поговорить. Вообще, да. И появляется как будто грамотный. А бывают такие моменты, как вот эти волны, что все, бля, я приду, уйду, помажу себя вазелином. Это вот это. Не, раньше мы стебались, мы там плакали, а потом я остановил это дело. Он нездоровый человек, он нездоровый. Ну, это помазанник наш. Поэтому, когда я захожу... Тот, который гусар. Да, я когда захожу, ты видишь, он успокаивается, я сразу ему рот закрываю, потому что, особенно, когда он лезет уже на взрослых, поэтому... А так он нездоровый, ребят, на самом деле, с ним это, не знаю, что было у него. Никто не знает, что он прошел в жизни. Поэтому смеяться... Как правило, все вот эти здесь... Мы же не прикалываемся над чьими-то бедами, мы просто здесь прикалываемся. Он прошел школу хадисов. Он говорил об этом, как-то, когда он был нормальный, он проходил школу вот этих джихада. Ходите в хадисы и засуньте свои сунны в аяты. Он нездоровый, Ибрагим, он с головой у него не в порядке. А у всех не в порядке, они не все больные. Вот эти всякие пытаются оправдать там вот этих людей. Короче, там из-за войны, это туда-сюда. Да, вот это поколение, ну вообще нахрен, извиняюсь, вообще нифига не видело, чтобы там с ними что-то происходило. На войне, наоборот, люди как бы там, кто-то наоборот. Понятно, что в целом военная вот эта вот среда, она негатив несет, но не знаю, люди, которые вот переживают какие-то там... Наоборот. Так. Так, сабр. Ничего, сочел лака. Бана сочел лака. У нас сколько процентов ты мусульманин? Я на все 100. Давай сейчас тебя проверим. Так. И что, это самый лучший тест, который ты проводишь, реально, только на русском желательно. Давай посмотрим. Рамзан Ахматович мусульманин? Да. Вадим Вадимович мусульманин? Кто такой? Откуда он? Еще раз повторяю. Вадим Вадимович Путин мусульманин? Нет. Православный. Вадим Алексеевич, вы вообще, блядь, не Вадим Вадимович. Не, он Вадим Вадимович. Рамзан Ахматович, твой шеф, чемпион? А с чего ты это взял? Еще раз спрашиваю. Просто спрашивай, ты отвечай, Не, подождите, вы же тоже вопрос на вопрос были, я вам тоже. Можешь проверить. Он вопрос задает, ты отвечай, что ты?
Ну, может, я его знаю. Может, я его в личную знаю. Какое для вас? Еще раз спрашиваю. Рамзан Ахматович, твой падишах, шеф твой? Нет, А, нет, да. нет. Не, да. Просто знакомы, и что? Ага. Какой? Ибраим, знакомый? Ты- давай дальше, Ибраим. Мне нравится это твои Знаю. вопросы. Давай дальше. Еще есть. Подожди, не прикалывайтесь. А это самое... 6-летнюю, 9-летнюю девочку за 53-летнего выдавать можно? У кого микрофон? Сейчас смотри. Не. Еще раз повторяю вопрос твоему суфлеру, чтобы тоже там слышал. 9-летнюю девочку за 53-летнего выдавать, это нормально? А это нормально. У арабов. Я сейчас не про арабов спрашиваю, я сейчас про тебя спрашиваю. В 9 лет... Про меня не надо. Ну, я же твои проценты, я не арабские проценты, у арабов 100%, я не спорю. А вот твои проценты, они сомнительные. То есть там у тебя процентов 7-8, может, и набежит. Скажи. И все. Я бы не отдал. А как бы вы поступили на моем месте? Нет, конечно. Ягуды, там всякие эти православные, безбожники. Короче, на нас не равняется. Смотри, ты говоришь, что за 9-летнюю девочку, 53-летнему мужчине нельзя же? Говорю, это Смотри. Он вопрос. тебя спросил просто. Ой, Можно блядь, или нет? ответь, да, блядь, тқорхаму, блядь. О, ты уже, смотри, Ой, матершинство. ты в уже исламе- материшься. Стоп. В исламе матершинство – это признак лицемера. Да. Плюс матершинство тебя отдаляет на 70 лет от рая и приближает... Один признак, один. Вы уже меня выбесили, и вы... И если все признаки есть, то тогда... Твои проценты сейчас проверяю, уже ты как бы вообще не стоя, не знаю, пока у тебя еще 0,5% даже не набрало. Ибраим, можно я реплику скажу? Извини за... Ты его IQ проверяешь, понимаешь? IQ, это сейчас новое слово такое, знаешь? Исламское IQ. Да. IQ это, мышление человека. В переводе. Исламское IQ. Мысли слов, ты что, только смеяться умеешь? Да, продолжай, Я? Ибраим, продолжай. Я могу уйти, кому я мешаю? Я не поняла. Не, оставайся, я тебя прошу. Ты только и смеешься, что делаешь? Нет, давай. Не знаю. Бухтеть, как ты, я не поняла. Слушай, а у тебя IQ Ты не сколько поймешь. процентов? Как ты думаешь, сколько у тебя процентов IQ? Я не проверял. А ты проверь там, через интернет можно проверить. А кто мне говорит, чтобы я проверил? Я говорю. А если я не хочу Да этого? каждый человек может зайти в интернет. У тебя есть интернет, да? Интернет есть у тебя? Есть. Могу проверить прямо сейчас, но мне это не надо. А почему не надо? Свой IQ, сколько у меня процентов IQ, ты задай Сейчас вопрос. проверяем как раз, сейчас же мы Да, проверяем. ты задай вопрос вот этой, как там, вот этой, которая отвечает, Google. Окей, Google, задай вопрос. Я Вот знаю, да, сколько Google. у меня IQ, я Следующий. проверял. Я проверял, но я вам говорить не буду, потому что это бессмысленно. Вы проверяете Почему? IQ Чё по это ты исламству. там другой какой-то, там же другой. Не, подожди, сейчас Другое. новая эра, IQ все решает, понимаешь, сколько процентов IQ? Подожди, это вообще ребенок, давай того. надо- Я так и который понял, Ибраим, я знаю, что он ребенок, он зеленый вообще. Моего этого старшего брательника
Приведи. Позови, да? Смотри, он может вам ответить на любой вопрос, только задавайте по одному. И немного вопросов, там, 2. Хорошо. Ребенка убери, ему сколько лет вообще? Ладно, давай, позови его. Не, ребенка убираем вообще. Да. Не, Ибрahim, он серьезный ребенок, я тоже думаю. Он зеленый вообще, знаешь. Это Амир, который сейчас говорил с этого же аккаунта. Тебе сколько лет? Честно говори. Алло. Включай микрофон. Сколько тебе лет вообще? Сколько Мне тебе вот лет? А ну 13. скажи, сколько 13. тебе лет? Ауэл, иди, выходи отсюда. Да, 13. лучше выходи, ну его нахрен. Короче, Малолетка. я не хочу спорить. Ты малолетка, ты не хочешь, ну, Да, я ты не думал, хочешь, там ну, да. Так что давай, выходи. Более-менее такой. Ну, вы знаете, даже малолеткам не помешает немножко, как сказать, головомойки от взрослых. Небольшой толчок только дать им. Ну, вы знаете, вот мысли вслух, или как там вас, да, Лана зовут, с если ними, знаете, вот надо серьезно поговорить в одиночку, да, может, они поймут. А кто-то... Нет, здесь тоже очень хороший вариант. Они тут гуляют среди нас. Да, Это да. прекрасно, что мы занимаемся таким хорошим делом. Ну да, конечно. Омыванием мозгов в лучшую сторону. Ну вот, Мы да, вымываем да. всякие гадости из них. Правильно. Видите, уже ребенок, и уже ему там в голову что-то... Мозги промыли, да, Ибрahim. Ему мозги промыли уже, все. Ты там мусульманин. Он уже подросток, ребята. А в 16 он получает паспорт, и он сам отвечает за свои поступки. Ибрahim, А в 18 уже, Да. а в 18 после армия уже, и вон из дома. Живи сам как хочешь. Понимаете? Жизнь у нас такая. Никто ни с кем не сюськается. И когда он выходит в мир, вот этот ребенок, подросток, он тоже учится жизни. Дома он учился от родителей, а тут он учится от посторонних. Так что он, как говорится, попал в хорошие руки. Если сюда попал. Имя назовите, елки, постоянно мысли вслух или как? Можно мысли вслух, можно Илана, какая разница? Илан, смотрите, у нас в Чечне очень сейчас сложно, да, вот если так подумать, да, не то, что в 94-м, как тогда начиналось, да, не так сейчас все однозначно. Просто вот эта пропаганда людей превратила очень многих зомби людей. Ну, многие люди, я видел людей, которые ненавидят вот этот режим, это все. Ну, они не могут ничего сделать сейчас. Сейчас, в данный момент, нельзя, как в 94-м году, вот так сейчас резко взять и восстать. Не могут. Ну, это мое мнение личное. Это, знаете. Вы знаете, что я вам скажу? Вы ошибаетесь. Вот сейчас вот это поколение молодое, то, что вы говорите, о чем вы говорите, 94-й год, это ваше поколение. А сейчас молодое поколение, мусульман так называемых, да, которые вообще не сведущи ни в чем. Иди, вот научили, иди делать так. И все. Они не развиваются ни в науке, ни в политике, ни в религии, ни в чем. Вот приходят два слова. А вы там тех поддерживаете, а вы их тех поддерживаете. Человек не задумывается еще о том, что мы пытаемся мир сохранить, да? Независимо от какой религии. И здесь мы общаемся, узнавая, что у людей в голове. Да, это я и хотел сказать. И прекрасно, что он сюда заходит. Очень хорошо. Вы понимаете, Это хорошее новое поколение для нас. Да. Вот в этом и проблема, понимаете? Потому что они заходят на пятничную молитву, например, там Кадыровский вот этот сидит, там рассказывает там всякие басни.
И они всем этим верят, там, то да все. Молодежь, они всех портят. И поэтому сейчас это так что... И ну, поэтому они заходят сюда, так что будьте спокойны. ну да, конечно, Мы я их пере- спокоен. Я в Мы, возрасте мужик, я знаю, что он говорил. Понимаете, мы, им, мы им ментальность перевернем на 360. Будьте уверены. обязательно. Когда-то Кто хочет сохранить мир и в этом мире баланс, у тот меня, действует знаете, точно так, как мы сегодня здесь в у меня, ТикТоке. знаете, как мечта у меня, знаете, Ибраим, хорошо, Леон, я тебе, давай. Ну да. У меня, Леон, можно я это доскажу свои слова? У меня мечта, вот, чтобы весь Кавказ сплотился вместе, отделился от вот этой долбанной России, да, вот от Путина, от всех. Просто отдельная страна была, чтобы весь Кавказ, вот, начиная от Краснодара и там до Дагестан, там. Как раньше, да? Да, как раньше, да, правильно. Как... Ну, понимаешь, наверное, может, кто его знает, мы никто не знаем, мы сегодня, завтра умрем. Просто я хочу, у меня мечта такая, чтобы вот это свершилось, вот это все, понимаете? Вот. Мы сегодня-завтра умрем, но дело наше останется, как у Ну, революционеров. да, ну это да, конечно. Ну, это радует. Да. Это радует. Это радует. Это хорошо вы сказали. Это радует, да. Не знаю, как ко мне это прислушиваются мои братья, вот Ибрагим и ведущий. Не знаю, как у них мышление. Ну, я думаю, Я у меня, уверена, у них такое же, как у вас. у меня такое Хоть мышление. Не знаю. буду сидеть в Израиле и говорить, поддерживайте Кавказ. А с какого перепуга я вообще должна переживать, кто там за кого поддержать, кого? Мне бы себя поддержать, да? Я имею в виду то, что как я могу поддерживать Палестину, если я там не живу, я не знаю, что там происходит. Просто я человек-реалист. Вот если я вижу глазом, то я могу на эту тему как-то порассуждать. Но если я там не была, как я могу... Вот человек живет на Кавказе, и он говорит, вы поддержите Палестину или Израиль? Я удивляюсь, как ты не сказал, вы поддержите Кавказ или нет. Это бред какой-то. Сиди там, поддерживай себя, Валь, ты думай о том, что мир должен быть везде, а не убийство. Это понятно. Тех, поддерживайте этих. Ребенок, ты вообще вне политики и вне конкурса. Зачем вмешиваться? А когда ему говоришь про Коран, про ислам, он замалчивает. Он ни там не разбирается, ни здесь не разбирается, понимаете? Так что ему, конечно, лучше сидеть и просто нас слушать. Ну да, потому что их запугали со всех сторон, поэтому мнение неестественно. Мнение несвободного человека, который не свободно мыслит.
Вот, солидарность, единомышленники. На арабском языке, ну, типа египтолог или как эта профессия называется? Хорошую зарплату платят, между прочим, я Востоковед. это видел. Да, Арабист, востоковед. может, Да, арабист, востоковед. востоковед. И она на форуме участвует, где участвует вот этот Кадыркин, там, какой-то там, правая рука его. И одни все, они одним миром мазаны, боже мой. Не, вот Что тут та удивляться? риторика, та, скажем так, стратегия, которую они там озвучивают, вот как раз это то, что я здесь наблюдал, и я окончательно убедился, что тут взяли вот такую стратегию, что через имамов, через мул можно как бы общество его, делая им правильные вот эти проповеди, да, их как бы держать вот в этом под контролем, скажем так, да, и это очень А религия, пагубная, на то и религия, да, Ибрагим, но это понимаешь? очень пагубная тактика, да, очень пагубная стратегия, потому что посредством этой стратегии, наоборот, дают еще официально затягивать молодых людей там и вообще общество в целом именно в эту религиозную ловушку вот эту, да, но Мгм. потом они выходят из-под контроля, потому что ты, когда подсаживаешь людей на идеологические вот эти рельсы, а они потом идут дальше, то есть этот мулла, аккуратно как бы, скажем так, ну, обработали, изначально Можно обработали, да, вот эти мулы, обработали человека, и он уже готовенький, да, то есть он уже, когда включается сам в это дело, короче, там с головой уходит туда, он потом идет дальше. И потом ему всплывают другие хадисы, аяты, вот эта вражда с неверными и так далее, которые им вот здесь не говорят, вот эти официальные имамы, да, но эти имамы, они тоже прекрасно знают, что это там существует. И получается так, что эти их до определенного этапа обрабатывают, потом они переходят на следующий уровень, да, который, ну, скажем так, закрытый такой уровень, когда уже через соцсети, через невидимых каких-то людей их начинают дорабатывать. И вот это как целая фабрика. В ней, к сожалению, участвуют и родители, и близкие. Вот, например, вот как я заметил в культуре, вот именно в чеченской культуре в последнее время, неправильно тоже понимают ситуацию, не оценивают должным образом. Я закончу мысли, а потом отдам вам микрофон. Не, Новый год не пришли, Ибраим, просто немножко... Да, я уже отдаю микрофон. Сказать, что родители типа всех обрабатывают, да, я так понял. Просто родители тоже способствуют в этом процессе. Это некая фабрика на выходе, в которой получается уже обработанный там вот этот радикальный там со стеклянными глазами какой-то этот персонаж. То есть родители почему участвуют в этом? Они не понимают, что в этой идеологии изначально, что и там прописано, и изнасилование женщин, я извиняюсь, осуждаю, да, и педофилия осуждаю, извиняюсь, и так далее, да, и всякие вот эти, которые мы здесь озвучиваем, моменты там, вражда с какими-то людьми, иноверцами, а люди не знают этого. То есть, в частности, вот люди, воспитанные там еще при Советском Союзе, чуть позже, они еще не понимают во всей красе вот этой всей идеологии. Но они знают, что духовность – это хорошо. И сравнивают это с тем, что было раньше, да, там, когда нас несколько иначе воспитывали. И пытаются там привить своим домочадцам, своим там детям, короче, чтобы они как бы, ну, духовно немного
как бы вели себя правильно, да, там, если человек молится, он, значит, не будет воровать, не будет, там, я не знаю, бухать где-то ходить, наркотой заниматься, я не знаю, там, обижать кого-то, каких-то людей. То есть в их понимании это вот так изначально. И поэтому пытаются немного вот в духовность подтолкнуть, чтобы там человек молился, потом постился, и вот это, чтобы его оберегало, там, чтобы он налево не ходил, направо и так далее. Но в Ты итоге там думаешь, всем получается чеченцам так, что... стоит принять иудаизм, да, я так Да, понимаю, или в как? в итоге получается так, что они сами как бы, ну, подсобили, да, вот этому делу, потом передали на следующий уровень каким-то Ибрагим, я тебя имамам. правильно понял? Ну, чеченцам нужно принять иудаизм. Я закончу, потом я Это дальше уже полчаса здесь тут Потом разговариваем. Никогда так не закончим. помогают вот этим имамам официальным, передают, они их уже полностью на рельсы ставят, и потом уже вот эта закрытая тема, да, она начинает потихоньку как бы им открываться, и вот так вот это все происходит. И, к сожалению, вот это подыгрывание в западных странах, оно как бы, ну, происходит наоборот, подыгрывание. То есть здесь получается, со мной могут не согласиться, но я это могу любому доказать и объяснить, потому что здесь происходит подыгрывание, которое, наоборот, помогает из человека делать вот такого радикального, ну, или из общества радикальную вот эту вот среду. Теперь говорите, пожалуйста, передаю микрофон. Это где, я не могу понять, вот это все, что ты рассказал, происходит? Это ну, повсюду. В смысле повсюду? В Российской Он имеет в Федерации, виду мусульман в Чечне. в Российской оккупации, в Федерации. В Чечне делают мусульман, да? В оккупированной Чеченской Республике это происходит, то есть и умышленно там радикализируются люди. Это происходит в европейских странах, где догоняют вот эти... В чем их радикализм проявляется? Как бы? Радикализм проявляется в том, что люди слепо следуют вот этим предписаниям, заскакивают в интернет, проявляют враждебные какие-то свои там вот эти, я не знаю, идеи. Защитная реакция. Какие вражда? Всякие угрозы террористические, то есть и потом сами думают уже вот такими мыслями, да, просто там есть какой-то сдерживающий фактор, но это все равно бомба замедленного действия. Скакивают в очередную Сирию. А вы что имеете в виду? Иудаизм там принимать или не? Вы кто вообще? Ну, ты говоришь, типа, я так понимаю, ты, чтоб чеченцы все приняли иудаизм, так я понял, как бы так. Ты к этому склоняешь всех. Как ты так Какой к этой мысли, не понял я. Причем из иудаизма, Алик, вот ты это вот объясни мне. Вот, где потому что ты говоришь, что ислам это радикальная религия, так? Радикальная религия. Ты кто, Алик? Ты откуда? Кто ты? Что ты? Как ты? Ты вообще кто? Откуда ты вообще, Алик? Алик, представьтесь. Да. Челябинск. Челябинск. Вот ты скажи мне, Челябинск. Вы мусульманин, да? Как я понял. Как ты пришел, что он призывал к иудаизму? Вот мне объясни. Или вы хотите, чтобы чеченцы были мусульманами? Или вы сами мусульмане? Можете объяснить? Ну, так он говорит, что это как бы плохо быть мусульманином. Я с этой риторики ее понял. Я интересуюсь, вы сам мусульманин или вы просто как бы доброжелатель? Да, давай упустим пока вот этот вопрос, мусульманин, не мусульманин. А что если дальше говорите, смотри, ну если люди выбрали себе, но зачем ты хочешь их склонить как бы в другую сторону или куда? Какую склонить? Что люди выбрали? Что? Объясни мне одну вещь. Как ты понял своими головой, мозгами, что он хочет склонить к евреям? Вот это мне объясни мне это. Вот с его разговора. А при чем здесь евреи? Он говорил про евреев? Нет, подожди, он сказал, что приходите. Подожди. Нет, он говорил, что имамы там нагружают своей риторикой, типа такой плохой энергии. Да. Ты меня слышал, говорю? Он тебе говорил, что приходите к евреям.
Но он сидит среди евреев и вот это рассказывает вам. Ну. Ну, Причем не только бля, евреи, что за тут логика? вот вы русские. И он ты правильно можешь- рассказывает. Чего вы придрались? Он Алик? тебе говорит про мусульман. Причем здесь евреи, я не понимаю. Он сидит среди евреев, вот это рассказывает, И что что, все так и плохо. что даже? Что в исламе И все даже так что? плохо. Что в исламе все так Бля, плохо, что? тяжело, Ну, я имею право, я вот сам Он ваш чеченец. друг Гусар пришел, или как его? Объясняю. Гузар, Гузар. Объясняю. Я А имею ты полное моральное... сможешь так? Слышь, Я Ибрагим, а ты сможешь сначала так в Чечне выскажусь, пропагандировать да, меня не Сможешь, надо нет? перебивать, а то я буду Ибрагим, в микрофон Чечне выключать. иудаизм, ты сможешь так Я буду пропагандировать, как выключать здесь? микрофон, мне надо сначала высказаться. Я чеченец, у меня есть полное моральное право беспокоиться за своих соотечественников, за свой народ, за свою нацию. Я 72% мусульманин к тому же. Я тоже имею полное право как бы обсуждать это, Как это критиковать так, и так далее. 72%? Ну вот так вот получается. Такого не может Поэтому вы вообще кто такой, Алик? А Кто вы? 30% евреи или Кто как? вы, Ну, воин? Вы русские хотите там чеченцев в ислам загонять или что делать? У нас вот у Ничего не понял, мои как соотечественники в качестве, в количестве, мои соотечественники в количестве 14 тысяч пошли куда-то в Сирию с женщинами, с детьми, там погибали, сами являлись какими-то обидчиками, там, террористами и так далее. Вы это слышал, хотите для чеченцев? Не, он русский, подожди. Хочу сказать, что там в Иране типа... Подожди, Алик, тихо, подожди, не подгорай, успокойся. Он тебе говорит про ислам. Ты слышал где-то его в речи, вот ислам говно, приходите к евреям. Ты такое слышал? Он в этом направлении как бы вел разговор, да. Подожди, ты такое слышал? Какое направление? Какое направление? Типа Что здесь сидят евреи, что типа твоя имамы логика? учат это такой всему фигни, вот это всего. А может быть, это он ее про слова. христианство. А может быть, он про христианство говорит. Нет, но имамов нету в христианстве. Так он, нет, ты говоришь, подожди. Нет, он за Я хочу имамов понять, говорит. я хочу понять твою А ты логику. не виляй Подожди. жопой, ну. И вот Я ты как- я виляешь понимаю, жопой, что блядь. ты Вот ты виляешь жопой, блядь, Кончита, слушай. Он тебе говорит, что имамы говно, да? Он тебе сказал, ты слышал, что он сказал, что приходите к евреям? Ну, в переносном смысле он говорил, Подожди, что, типа, бля, не- что Так я что так, не кто учит жопу никому, виляет? что Ты? нужно, ну. Подожди, кто жопу виляет? Ты, получается? Я тебя Он спрашиваю сидит- вопрос, Смотри, ты что, если он малохольный, сидел что бы ли? среди Я тебя спрашиваю мусульманов, да, вопрос. там объяснял им, что это как-то Я не так. тебе спрашиваю Это нормально, вопрос, ну, а ты если что, он малохольный, сидит что ли? среди Не понимаешь евреев, ну, вопроса? это все тыкает. Вот это так, да. Подожди, я не пойму, я чеченец, значит, я из мусульманства чеченцев перевожу в иудаизм, а русский Алик зашел и переводит все, и тянет всех чеченцев Не. в ислам. Вот так, да? Ты только что сказал, что ты 30% еврей, ну. Ну, это твои слова. Да хоть я 100%, тебя вообще это касается как-то? Ты кто О, такой? видишь? Он с Тагила там, я так понял, он с Тагила. Подожди, это русский зашел сюда, Ибраим. Ну, тебе стыдно Почему признаться, тебя что чё с головы- ты еврей, который живет, ну, вот где ты, в Азербайджане или откуда ты там? Подожди, Я не думаю- подожди, Алик, подожди, успокойся. Я хочу понять Это твою из Нижнего Тагила. Он тебе сказал, ты слышал, что он сказал, вот мусульмане говно, идите идите к евреям? Да он не прямым текстом говорил, ну, он это имел в виду. Ну. К христианам идти. Так каким христианам? Он имел в виду имамов, ну, к чему здесь христиане? Ну? Бля, ты что, блядь, тупой, что ли, блядь? Он тебе говорит, имамы говно, окей? И ты вдруг услышишь, что, а куда переходить, к евреям? Он Я говорит, спрашиваю что тебя, это имамы он что, говорит про учат, евреев? а не священники, там, христиане, ну. Блин, вы что, блядь, вы что кушаете, блядь, вы вас что-то принимаете, блядь. У вас это, блядь, что-то... Я тебя спрашиваю простой вопрос. Ты сказал, вот он говорит, что ее мама говно. Согласились, все. И ты Да не говоришь, я а куда сказал. идти, к евреям? А он сказал. Зачем ты все перекручиваешь, ну, накручиваешь?
Он говорит, что евреи, ну, то есть, что имамы, типа, учат не тому, что должны, как бы. Что у тебя с евреями? Что у тебя за Радикаль... Что Да не ничего у так? меня нету. Он говорит, что они учат радикальному исламизму, ну, что это очень плохо. И сидит среди евреев, вот это все рассказывает. Ну, предлагает, как бы, я так понимаю, перейти в Потому что он иудаизм. сидит, потому что здесь сидит один еврей, это я, еще мысли вслух, да, это Где все здесь? евреи, оказывается, у тебя. Это я, и Нет. вот у нас здесь двое евреев, все. Что нет? Не двое вас, вы здесь все, потому что А вы кто, раньше... а где еще евреи есть? Я сидел, слушал, вы раньше себя обозначали. Алик, а что, мы русские должны быть? Мы должны помочь. Алик, Вот и вас, вот. блядь, Путин, вам все мозги выбил, я тебе говорю, бля, просто... А при чем здесь Путин, блядь? Алик, можно? Ну, последнее ты точно сказал. Ты живешь в Челябинске. Причем здесь Путин, и последнее слово ты четко сказал. Да, вот мне интересно, Алик, как ты относишься, вот 99-й год, ты помнишь, ты вроде не молодой парень, 99-й год, помнишь ты, вот серия взрывов в российских городах. Ну, Почему засекретили рязанский сахар, учение с рязанским сахаром, на 75 лет? Кто-нибудь может адекватный ответ дать на этот вопрос? ну спроси у них, почему. Алик сможет отдать такой ответ. Ну, это у них, ну, можешь спросить, почему. Зачем учения, которые проходят с рязанским сахаром? В мешках был сахар, взяли, вывезли сахар на полигон и взорвали его. Я понял. Знаешь, Ибрагим, вот смотри, вот война в Чечне, ты говоришь, что плохо, да, я так понимаю, или нет, или это нормально? Да, мазохисты мы кайфуем. Ну скажи, ну что ты так... Скажи мне, давай я приду к тебе домой, подожди, Алик, я приду к тебе домой, уничтожу твою Россию, нахер всех раком поставлю, и ты спрошу тебя, ну как тебе, нормально? А при чем здесь Россия? Ну, я спросил Ибрагима, это плохо, да? Я тебя спрашиваю, это плохо будет? Это ужасно. А это не к тебе вообще вопрос, а к Ибрагиму. Подожди, я тебя спрашиваю, я приду к тебе домой. Плохо, это очень плохо. Вопрос, который ты задаешь, Это очень плохо. Ты тупой вопрос вопрос, задаешь такому человеку, который пришли вы русские, пришли к ним домой, захватили их землю. И сейчас ты спрашиваешь, это плохо или хорошо? У тебя что, Пускай даст ответ, ну, плохо, да? Конечно, это плохо. Я тебе говорю, что это плохо. Нет, А знаешь, что будет за это? Я тебе за это говорю. Пускай Ибрагим, а Ибрагим не может это сказать, я тебе, его может сказать это. Не я может. тебе говорю. Вы Значит, с вашей, другая видишь, позиция. смотри, у вас IQ, тупое IQ, да, как Путин вам сделал, мозги выбил, страна ваша развалится. Да? А зачем ты за него отвечаешь? Они У него построят другая себе страну, позиция. а вот ты нет, потому что ты У него другая юмба-юмба. позиция. Какая у меня Какая у него другая позиция? Давай, вот Так ты. скажи вслух, ну, два слова, чуть-чуть не тяжело. Что сказать, что война это Я же плохо? сказал, что это плохо, а ты говоришь, что, ну, начинаешь вилять как бы туда-сюда. Нет, ты просто тупые вопросы Война задаешь. в Чечне это плохо было или это нормально как бы? Ну, Война процесс? не то, что в Чечне плохо. Когда русских взрывали в домах, в Волгодонске, в Буйнакске, в Москве, рязанский сахар, это очень плохо. Вот для меня, как для чеченца, я не понимаю вообще ваш мозг, как работает. Когда Ты вас не уводи в самих, сторону, когда не вас уходи. самих мочат в ваших домах, как вы можете вообще это проглотить? Вот это вот я не пойму. Не уходи в сторону. Я, тебе вот задал смотри, я конкретный не вопрос. представляю, я никогда не могу представить, чтобы Джохар Дудаев, президент Чеченской Республики Ичкерия, или Аслан Масхадов, чтобы они нас взорвали где-то в домах, и чеченцы засунули бы голову в памперс и сидели бы, молчали. Я просто не пойму вашу Ты психологию. виляешь вообще. со 100. Смотри, ты вот в Чечне, типа, тебе нормальная война, я так понимаю, да? Потому дальше не имеет смысла задавать вопросы. Как бы. Война это ненормально, ни в Чечне, нигде. Какие ты Ты тупые, что? блядь. Да, вы ненормально, тупеете, да? блядь. Вот смотри, а когда убивают иранцев, бля, израильтяне, вот ты только что вызнал, что это, блядь, нормально. А когда у вас была война, это когда плохо, бля, ну.
А запутался, сейчас как раз, дорогой мужик. стоп, ты сейчас как раз таки уходишь от темы. Мы сейчас говорим о ситуации. Мы одной и той же самой ситуации, где убивают людей. Почему ты не поддерживал тех иранцев, когда убивали своих 30 тысяч? Или тот, который пидорас выходит, да? Есть у вас какие-то доказательства? Ничего не надо поддерживать. Ну, сейчас, вот сегодня, нельзя поддерживать убийство в Украине массовое, гражданских. Сейчас, Ибраим, Куда подожди, вы Ибраим, по мирнику бьете дронами? Если Путин будет угрожать, сейчас, Ибраим, секундочку. Если Путин будет угрожать Израилю, Израиль уничтожит Россию. Так же, как Иран. Каждый Израиль год уже выходил поджал этот долбоёб. хвост. Америка уже отреклась от Израиля. Да. Вы уже обосрались с этой Украиной, блин, за 3 дня. Израиль уже обвиняет Америку все. Послушай, то, что мы сделали с Ираном, Успокойся. Тут, знаешь, что творится, Леон? Еще петухи не прокукурекали, а уже Израиль отрекся от Америки. Подожди ты, Израиль отрекся, я живу в Израиле, ты что, болеешь, блядь? Это у вас где рассказывают? В России рассказывают? Слышь, ты что, о чем гонишь? Уже 1000 раз обвинил Америку. Кто обвинял Америку? Короче, Израиль обвинил Америку? Ты что, гонишь, что ли, блин? Да. Где это? Это у вас такое говорят сейчас? Это типа Америка напала на Иран. Не Израиль, а Америка. Подожди, это выключи. Слушай. А американцы сказали, что все. Послушай, мне два поноса, это я тебе объясняю. Когда Иран... Подождите, вот Иран разбросала фейерверк, и ты подумал, что Иран это самое, да, он удивил весь мир. В чем он удивил? Когда 7-го, ни с того ни с сего резали, убивали израильтян, людей, детей, сжигали. Это там было. все. Что ты врешь-то? Вы что, о чем вы? Это я не пойму. Это было спровоцировано штукой израильтянами. Ну так Это было путинская, спровоцировано вот Путиным. это Мы он, по Путину еще ударим. Подожди, мы еще по России тоже ударим. Да, А вот что когда, вы не могли в Украине... когда? Сейчас, дайте секундочку. Хорошо, а когда Америка от вас ударить, что отреклась, по Путину? Подожди. Вы сами Иран не вывезете. Ты можешь своей пропагандой идти этим туда, вот идти, понимаешь? А когда вас подгорает, то, что мы, маленькая страна, замочили Иран, ваших союзников. То, что мы захватили небо, то, что мы уничтожили политиков, то, что мы промышленность, вы не смогли сделать с Украиной. Вы якобы вторая армия снизу. Понимаешь, вы обосрались в Украине. Израиль – это стратегический партнер Америки, и Америка также. Почему? А вас подгорает, потому что вы никто, вы никуда не придете. Если бы Путин тоже вышел бы на трибуну и сказал, что я уничтожу Израиль, поверь мне, мы бы уничтожили бы Россию, мы бы раком вас поставили бы. Так вот Америка вас послала. Вы не можете ничего сделать, послушай, я знаю, что вас подгорает. Вы ни хрена не можете сделать с Украины, даже небо захватить. За всю историю, ты можешь мне рассказать, за всю историю в мире, где могли уничтожить генеральный штаб, мы 6 раз уничтожили. Мы уничтожили всю верхушку, всю промышленность, военную и гражданскую. Это когда мы были одни. А теперь с Америкой мы еще больше сделали. Ты понимаешь, что это... Причем ювелирно. Америка от вас отреклась. Все. А, уже Америка от нас отреклась. И теперь вы обвиняете Америку во всем. Так мы и сами можем воевать. Нам беседы, мы полгода назад мы раком вот эти поставили. нарративы, Лео, которые он высказывает, я уже не первый раз слышу. Вот это вот... Да, они, понимаешь, их подгорает. Почему? В Украине они не могли захватить небо. В Украине украинцы без оружия, они не могут ничего сделать. Их экономика сыпется. Понимаешь? Ты, вот Ибрагим, поддерживаешь убийство мусульман, я так понимаю, да? Их мусульман, не мусульман. Какая разница? Женщин, детей, стариков. Когда вон сидят ваши, это братва, которую вы хотите ядерку еще всунуть, как и Северной Корее в свое время, которая сидит и волына размахивает, что она по Израилю будет бить или еще куда-то.
Кто Скажи по мне, кому вот Вы будет? где что, ваше думаете, ПВО? как вы Скажи мне, где терпимые ваше люди ПВО? будут сидеть вот так, что ли? Алик, скажи мне, где ваше самое лучшее ПВО в мире? Везде. А что на не И не самое работает? главное, он говорит, чеченцы должны быть мусульманами. Скажи мне, Есть Алик, а мусульмане. почему ваше ПВО не работает в Иране? Ну, лучше скажи, почему ваша не работает в Израиле. Наша сбивает отлично, можешь из Вот это дырявое 99%. ПВО, которые на Если весь мир там это ты хочешь рассказать, что рассусолили. ваши украинские беспилотники, вам украинские беспилотники простые поломали НПЗ. Это лучше за 99% своим наш, ПВО. Ну. 99% мы сбиваем. Даже сейчас старое Да, ПВО наше сбивает. Германия купила за 14 миллиардов, может быть, в интернете. Там ваш, Ты в особенно курсе, 7, ты 12 вообще в канал, курсе, что 9, 12 ты канал показывает, вообще, как вы сбиваете. вообще в курсе, что ваше ПВО мы взломали через самолет F-35. Мы взломали его. Ваше ПВО через самолет. Ты прикинь, насколько она ваша старая. Мы когда получили ваше ПВО, Старые не старые, но ракеты долетели до Израиля. Это факт. сбили. Сколько сбили, конечно. Вот этот вообще оказался дырявой Ты видел, штучкой. подожди, ты видел где-то, чтобы сбивали, были какие-то базы уничтожены, здания уничтожены? Не все, по которых целях били, они долетели. Да. Куда они долетели? Ты покажи мне хоть одну военную базу или здание в городе, что уничтожено. Покажи мне. По Тель-Авиве долетели. Ну. Куда они сбили, бля? Да, сбили, конечно. Я видел, как у вас простые беспилотники, старые дырчики, вам все НПЗ по ваших поломали. новостях видел, как они там сбили. Вы обосрались во всем, блядь. Вы интеллектом обосрались, да? Мировую экономику проебали. Вы все профукали. Вы кричали, что за 3 дня возьмете Украину. Вы даже небо не захватили. Контроль над небом Украины. Нам заняло 24 часа. Все уничтожить. Все, вот просто все ПВО нахер стереть. И только Америка начала отходить, вы начали скулить. Куда Америка отходил? Мы сейчас будем опять бить. Ты что, бля, болеешь, что ли? Конечно, будете бить. А вас подгорает это. Без Америки Ты вообще приходишь с никто этим, ничто. понимаешь? А что мы полгода назад делали? Одни сами ударили по Ирану. Алик, Обосрался. как бы я вообще-то вопрос тебе задавал, да, вот насчет рязанского сахара. Ты взял куда-то, вообще, куда у тебя твоего дела нету там, понимаешь? Потому что тебя могут просто за шкирку взять и куда-то в Украину под дроны кинуть. Это как бы не твоя тема вообще. Ты Вы лучше же мне рассказываешь, чья где тема или что? ты попробуй хотя бы вот, я не знаю, как бы настройся, вот там мозг свой попытайся как-то. Смотри, ты сейчас Изменить, поддерживаешь напрячь, убийств туда мусульман, и ты рассказываешь, и ты кого-то пугаешь, мне, придурок. как можно засекретить учение на 75 лет? Вот ты вообще, тебе интересно это вот, что тебя могут завтра взорвать где-то, чтобы где-то войну начать? Твое же правительство. Засекретили. А? Ну это у них спроси, кто засекретил. Ну я у них, зачем меня не мочили в собственное там государство или правительство в собственном доме? Меня вы мочили, да, то есть вражеская сторона. А вот твои... Тебя мочили, это плохо. А когда израильтяне мочат, блядь, твоих, да, так же, то типа это нормально. Ну, каких моих? Ты что, иранцы что, мои? Это ваши, мусульманов. братья? Ты вообще Мусульмане. переадресовываешь. Иран Мусульмане. это ваша братва. Если ты не мусульманин, скажи, что ты еврей. Зачем ты представляешься мусульманином? Совка создали, короче, в противовес Израилю, и вот этих людей, короче, туда гоните, там, бабуинов вот этих, да, и другим не кафир, даете да? жить. Ты не мусульманин, ты кафир.
А то, что Саудовская Какой Аравия кафир, мочит Иран ты? тоже. Подожди, Ибрагим. Саудовская Аравия мочит Иран и Катар. Это тоже плохие ребята? Вам по телевизору не рассказали это, не показали? Обломался, да? Что, поломался, что ли? Кто мочит Саудовская Аравия? Как это кто мочит? Саудовская Аравия мочит... Саудовская Аравия подняла самолет и била по Ирану. А то, Подняли что американские Иран самолеты и Саудовская Аравия. получили в ответ по их базам. Подожди, Кого ты здесь подожди, включил? подожди. Саудовская Аравия поднимала самолеты и била по Ирану. Иран бил по Саудовской Аравии, да. Били американцы, Ну. но не получили в ответ по Саудовской Аравии, по их базах. Ну, что здесь нормально всё. Саудовская Аравия Логично. поднимала, можешь бить в интернете, Саудовская Аравия поднимала Саудовская самолеты Аравия не и воевала. била они не это. воевали. Что, поломался? Как Там ты еще военные как базы воевал? американские. Вот Иран Еще. ударил туда. Вон они в Сирии сколько там замочили гражданских. Блядь, у них какая-то, знаешь, это своя это. Создали Подними, вот вбей этот в интернете. ИГИЛ, да, и Бей под в видом интернете. борьбы с ИГИЛом, короче, мочили гражданских, вытесняли их в Европу. Вон. Этот еще сидит здесь, мусульмане, не мусульмане здесь, что-то пытается сказки Слушай, у них там рассказать. пропаганда идет полная. Понимаешь, вы крепостные, потому что Путин вас поставил раком с его правительством. Он берет бабки, а вы рабы. Вы платите ему дань. И у вас это подгорает. Вам закрыли интернет, вам закрыли WhatsApp, Telegram, все. Вы просто, блядь, просто рабы. Вы не знаете, что такое нормальная жизнь. Понимаешь? Главное, вот Типа пойдем соседу благодаря сейчас вам. Да, не знаю. нам уже, благодаря нам. Вот смотри, если Скоро Путин бы... Путин если- халифом станет и исламское государство провозгласит. Да, у вас это уже скоро будет. Если Путлер бы пизданул бы что-то в сторону Израиля, поверь мне, также через пару лет удар был бы по России. Раком бы поставили вас. У нас тоже атомные бомбы есть. Нас не надо пугать. Маленькая страна, Израиль, поставила раком весь Ближний Восток. Мы военная держава. У вас Вы с только Украины, на жопе вы шерсть, пиздоболы, блядь. подожди, вы балаболы, вы с Украины, вы балаболы, с Украины ничего не могли сделать. Воздух даже не могли захватить. Украинцев нет оружия, вы ничего не можете сделать с ней, ничего. Понимаешь? Да весь мир понял, кто вы такие. Типа. Конечно, поняли, не надо с нами связываться. Кто к нам подойдет, тот получит по мордам сразу же. Все, и Ближний Восток это понял, и турки это поняли, они это знали. Вас отдадут на растерзание типа Ирану, понял? Нас могут, да. Слушай, в ваших мечтах это все. Мы Нет, полгода это назад... все реальности. И вы это уже чувствуете. Чувствуете каждый день. То Да. ты рассказываешь, что мы предали Америку, то Америка нас предала. Смотри, когда Россия Правильно, распадется... Америка умывает руки. Когда Россия... Америка умывает руки, да. Скоро Россия распадется, это тебе я говорю точно, да, Алик? И ты будешь как бешеная собачка бегать и говорить, что делать, потому что раба нету. Ты согласен с тем, что твои политики живут, шикуют, миллиарды собирают, а ты как раб живешь? Я думаю, израильтяне это не увидят, когда это все распадется. Олег, ты готов ислам принять? Я не религиозный человек. У нас здесь есть специалисты, и по этой теме они там так это дело отрежут, что там больше ничего не вырастет. Я вижу, тебе не только отрезали, тебе кусок мозга отрезали. Нет, ты готов шахаду произнести? Вот у нас специалисты есть сейчас в прямом эфире. Ну, так я же тебе сказал, я не религиозный Ты уже человек. почти мусульманин, вроде болеешь за исламский мир. Чеченцев призываешь против евреев. Там, Алик, решайся, Алик. Решайся. Один шанс на миллион. Прочти шахаду, мы тебе поможем. Что ты лицемер, Алик, понял? у тебя интеллект похоже, Алик. Что когда у Даже тебя логика убивают, похожа, это слышишь, плохо. Алик? Когда другие убивают, это нормально. Но тут такой ты человек, понял? Двуличный. Представь, кто мне говорит лицемер. Ёлки. Ты двуличный человек. Скажи такой, мне, ну. ты лицемер, вы пошли на Украину просто так. Ибрагим, не обращайте Иран внимания. угрожал уничтожить нашу страну.
Просто Иран Вы не там мог себе навыдумывали, поверить. часы повесили, еще там с Марса вам какие-то указания. Все мы уничтожили, все мы поставили всех раком. Ой, дичи Просто навыдумывали, блядь, что ужас, блядь. Олег, успокойся. Когда тебе страна угрожает, да, иранцы должны были понимать, прекрасно У вас понимали, что даже мы общих пойдем границ уничтожим их. нету. Чем они могли вам угрожать? Ракетами, атомной бомбой. А атомные бомбы строили Да. просто так, что ли, думаешь? Да, 2. Вы просто никак не можете успокоитесь, ну, пока вас там Просто не ты действительно не обосрался, просто уничтожат. ты взял и обосрался. А нехуй к нам лезть. Зачем к нам лезть? Вам Турция Смотри, не такая, Газа, то Азербайджан, Ливан, то Сирия. Иран. Как Ну, вы с Сирии сбежали, красавцы, молодцы. Драпали так, что аж, блядь, пятки сверкали, блядь. Вторая армия мира, блядь, снизу, а блядь. зачем вы помогали Ваше бомбить оружие Сирию? говно. Самолет у вас говно, ПВО у вас А говно. зачем И вы вы помогали говно. бомбить Сирию? У них обратное А? продвижение, Леон. Зачем вы помогали бомбить Сирию? Как Путин сказал, что вы будете в Сирии, и вы там, бля, вторая армия мира, мы сказали, да, что, серьезно, да, ну нахер отсюда, Да блядь. я понял, За 2 но недели вы зачем отсюда, помогали бомбить за 2 недели Сирию? сдрызнулись, за 2 недели вас просто, Да я вы все показали, понял, но кто сильнее, вы кто... зачем помогали бомбить Послушай, Сирию? когда вы нам были выгодны там сидеть, да, мы молчали. Как вы нам начали мешать, мы немножечко повернули так чуть-уть, и вы как драпнули, блядь. Аж пятки блескали, вторая армия мира, Вы блядь, лично убегала, лицемерные блядь. люди. Это вам вообще доверять нельзя. А И что вы потом высокомерное говорят, все почему все? нас не любят нигде? А почему нас везде гонят? Ну а как с вами Подожди, поступать по-другому? подожди, мы Наоборот, еще нас поможем. везде любят. Посмотри, Вы как ошибаетесь. вы ваши вон ноют здесь по всему Западу. Нас, русские, нигде не любят. Европа вас послала, Америка вас послала. Кто вас Алло, любит? алло, ты вообще Послал, кто блядь, бы что гонишь, говорил? блядь? Здесь вообще даже никакие, я не знаю, ни счет открыть в банке, ничего. Абсолютно, вы везде под санкциями. Ты вообще про кого говоришь, алло? С какими санкциями? Он Там в вообще, Челябинске, где-то в Мухосранске сидишь, ну, конечно, у тебя не А будет. ты сам не под санкциями убежал куда-то? Я здесь нормально. Тоже под Здесь санкциями? нормально принимают. А вот вас как Нормально. раз таки полностью во всем мире как бы преследуют санкциями и так далее. Когда примешь иудаизм, тогда Будет может быть еще хуже. нормально, а так не нормально. Я вообще не пойму, как ты, Ибрагим, спутался с евреями. Вот как раз вы вот эту вот тему и распространяете, да, там, антиеврейскую, антисемитскую. Вы бы хотели бы, чтобы мы там со всеми враждовали. Через их вот просто, эти религиозные приемы там. Ибрагим, их подгорает, смотри. Они, понимаешь, они же кричали, что они вторая армия мира. Украину захватит за 3 дня. Пришли, им получили. Небо не могли захватить. Оружие у них говно. Получают сейчас по мордам. Им закрыли, смотри, все санкции закрыли. Просто нельзя вылететь. В интернет у них нету, интернет им даже закрыли. Представляешь? Просто крепостные. Мало того, они согласны с тем, что их политики зарабатывают деньги, миллиарды. Шикуют, покупают себе яхты, замки, дворцы. А это рабы должны работать. Главное, телевизор открыл, ему насали в уши. Все, и все, жизнь удалась. Они Главное, крепостные чтобы не всегда были. насрали. Главное, они еще вот это вот оправдывают, да, собственно. Главное, чтобы не Да, насрали, так как Ибрагиму в уши. Вот да, это да, не да. случилось. Да, ну я как раз вот представь, если бы ты такой, как ты, меня бы там облапошил, манипулировал бы мной, там, пытался бы настроить против кого-то. Да, блин, мне бы вообще самого себя Ты противно. знаешь, когда мы замочили Хаменаи, у русских был траур, они были в шоке. А Путин выключил все интернет в Москве, он обосрался. Все камеры перестали работать. Мы же, как выяснили его, следили по камерам, да, и ударили. Прикинь, мы всю политиков всех уничтожили. Генеральный штаб уничтожили 6 раз. Русские даже мечтать не могли о наших победах.
То есть, А вы представляешь, хоть 10 раз маленькая такая уничтожьте, страна, но... такая маленькая страна, такой, то, что мы унесли урон Ирану, когда мы сейчас уйдем, вот сейчас станем и уйдем, я уже сказал на той неделе, будет там переворот. То есть полгода назад мы там это всех... важные Да, мечты. ага. Смотри, А вы уничтожили 6 раз, да? А все на месте вы- осталось, да? О, Что на месте? Где на месте? все Сами иранцы абсолютно. вчера сказали. Сами иранцы вчера сказали, президент, Иранцы вас им ненавидят. строить. И, да, мне насрать, что они там делают, что нас любят. Мне это наплевать. Президент Ирана сказал, что им строить, восстанавливать страну минимум 10-15 лет. Минимум. Это он уже Я вчера думаю, они сообщил. вас привезут, и вы будете у них работать. Понимаешь? Прикинь, если вы бы на нас бы что-то сказали бы, вот Путин, мы пришли бы, вас раком поставили, Путина убрали всех политиков, всю промышленность, всю военную промышленность. Да ты бы нас в жопу целовал, ты сказал спасибо, освободители, блядь. Ты бы, блядь, ты Я раб, думаю, сказал бы вам нам, недолго блядь, осталось. спасибо, блядь, что вы Ужас, Путина замочили. Ты же боишься сказать Путину, что он пидорас, правильно? Ужас, да. Я А думаю, Путин гондон. вам с таким подходом недолго Ты осталось. думать не можешь. Он еще думает. Даже Вас зависть, вас зависть, вас зависть. От Каком-то вас там уже все инакомыслие отреклись, так что проявить, всё. даже в своей голове где-то, я не знаю, спрятавшись даже, бояться. А Таньяху арестуют, и все, типа, вам Да капец. ты нас в жопу бы целовал бы, если мы бы Путина бы замочили бы. Ой, вы сказочники, конечно. Вы говорите, мы делаем. Им об этом даже думать нельзя. В смысле думать? Я думать могу о чем Просто угодно. про себя об этом думать даже боитесь. До того вы уже в перпил превратили там всех. А осталась опция думать? Или не очень? Там думал. Это вам нужно подумать, как вы вообще дальше, вообще, и где вы будете? Вы уже Вашими насрали- молитвами, вы Вы уже знаете, насрали как я по всему дожила до миру. сегодняшнего дня, я не представляю. Я говорю, вы обосрались уже по всему миру, блин. Ну, как... Конечно, приходите, подотрите мне. Русский ватник еврею говорит, что он сказочник, прикинь. Я, слышишь, Чечен, это вчера вышел их президент, серьезно, я могу скинуть видео. Он говорит, он хотел перемирия, а КСИР отменил. То есть там у них скандал, внутренний раскол. И он говорит, после слов Трампа, то есть сейчас будет, может быть, атака. Он говорит, куда еще атака? Нам восстанавливать страну и минимум 10-15 лет. Что еще атаковать вы собираетесь? Знаешь, плачет. Эти приходят, блядь, обосранные, знаешь, в этих памперсах. Вы проиграли. Я тебе говорю, у них зависть. Они по факту деградируют. Русское оружие, она на самом деле аналогов в мире нет, потому что такого говна нету и не будет. Аналоговнетное оружие. Вас даже частная компания вас опередила в космосе, когда кричали русские, вы что делаете? Мы в космосе. Блядь, Илон Маск вас опередил. У него ракеты Это всё взлетают хуйня. и приземляется. Ты знаешь, сколько ракет он выпускает каждый день? Сколько спутников он выпускает? Из-за кривизны Земли, земной коры, там, как бы, вот эти... Не точно. Из-за кривизны. Из-за кривизны, блядь. Это ваши В голове у предсмертные тебя- конвульсии. Вы можете что говорить. А ты кайфуешь от моих конвульсий? Ладно, ты прикинь, частная компания опередила вас даже в космосе. Ну смотрите, вы же Частная признаете компания. постой, дай скажу, вы же признаете вот это пришествие Машиаха, так что будет конец. Так вот, тут Трамп уже переоделся в Машиаха, так что ждите свой конец. Ну. Всё- Конец всё логично. вранью. Тут у нас свой- Продолжи фразу. Конец вранью. Да, Так тут у нас свой Машиах есть вот здесь на канале, гусар есть Хорошо. такой. Сейчас зайдет. Подожди, сейчас я... Ждите конца. Он здесь был, подожди. Сейчас я позову А. нашего Машеха, подожди, помазан. Он вазелином сегодня помазался.
чеченец ты этого не видел. Машах пришел, пропустил так момент. ждите конца, блядь. Где он? Был только что здесь, сейчас был здесь. Алик, ты бы мог бы хоть одну семью с Палестины у себя дома приютить, мусульман? Пускай приезжают. Территории много. Можешь? Ну, они же не работают, их же надо кормить, содержать. Алик, вы готовы? Мы их научим работать. Кого-то Печети научат, там они тебя научат. на месте, в Челябинске. Да я ж тебе говорю, мы их научим работать, и все будет жить. Алик, скажи мне, а вот вы уже сколько воюете? 4 года? Сколько воюете? 5 лет? Разница там 5-10. Да. Скажи мне, вот как это говорят, а как ты так, такая сильная большая. армия в мире, такая, блядь, сильная армия в Это мире точно. и не может ничего Армия сделать? большая, можно еще 100 лет воевать. Так что Они это не там проблема. потом расплодятся, короче. Куда? Ваш Вы Китай просто уже- лохи в ведении войны. Кто столько лет ведет войну, вообще непонятно. Наши. Да, Вас китайцы уже взяли в плен, блядь, в Сибирь и забрали себе. И Алик, стратегии, не прием. тактики. Прием, Алик. Что делать будем? Не, китайцы не в плен. Поэтому и А, сидите не в одной взяли? деревне 5 Не? лет. Вам продали Сибирь китайцам, бля. Вы ты хоть в курсе в этом? Или ты не... Или тебе так в уши насрали, что даже об этом не знаешь? Так они поэтому и продвинулись на Украину. Мы как бы в это союзная страна. А, вам союзные, вам продали, блядь, вы продали китайцам землю, блядь, Сибирь. Это вы в союзе, блядь. Аренду взяли, не продали. А, в аренду. А ты думаешь, они тебе отдадут эту землю? Конечно. Как же, бегут уже, спотыкаются, конечно. Жди, давай, давай, жди. Китайцы честные люди, но... Конечно, честные, блядь. Тут только Ну, евреи пожалуйста. ищут свою выгоду, где кого там обмануть. А китайцы честные. Китайцы берут ваши ресурсы, ебут ваших женщин, извиняюсь, кто здесь женщина слушает меня, пихают во все это. Вы ваши в Москве учат китайский язык, потому что понимают умные люди, потому что скоро Китай будет управлять. Понимаешь? Да. И ты приходишь сюда, полупокер, бля, приходишь сюда и качаешь права. А, вам это, блядь, как-то не угодно, да, если Китай будет, вы не будете. Да мне насрать на тебя и на твой Китай и Россию, блин. Ты слышал Это ты живешь в заявление России. Китая? Слышал Это заявление ты Китая? Ты же Если живешь в там России. кто-то будет рыпаться, вам пипец будет Китай, преждевременно. Китай как раз и сказал такую вещь, наоборот, что Иран успокоится, потому что китайцы, им нужно было только нефть. Кто такой Китай, блядь? Не, он сказал Вся евреям. эта война, это было показали, кто такие китайцы. Показали им все. Лен, вот этот Иран и верхушку и народ, пожалуйста, разделяйте. Это иранцы вообще против этого. Что? Понятно, Тебя масса против, я говорю, это чисто власть, вот эту верхушку, которую уничтожили, еще оставшиеся тоже. Вот это они все можно, как бы, Да, они не разделяют. Они всех под одну гребенку. Там сейчас раскол пошел. Наоборот, вот эта власть убивала там недавно несколько тысяч, там что-то убили людей. 35 тысяч или 35 или Да. 40 тысяч завалил одним Там махом. Израиль, наоборот, отомстил за этих людей. И остальных защитил, походу. И благодарить надо, ты их обвиняешь. А Алик, что, ну ему же А насрать. зачем вы приняли вот это, ввели смертную казнь, типа, скажи? Как в Иране. Смертную казнь террористов, правильно. Террористов надо мочить. Если он идет убивать, А он может если быть иранцы мочить. кого-то убивали, то это плохо. А если евреи будут Нет, убивать, так там то был нормально. митинг. Подожди, стой, стоять. Там Вот был такие митинг. самые. Ну, я же говорю, что вы двуличные, типа. Там был митинг. Люди вышли на улицу, потому что жрать нечего. Скоро у вас тоже так будет, подожди. Так вместо того, чтобы накормить людей, они взяли их расстреляли. Нормально. Ну, а вы кого будете расстреливать, убивать?
У нас будут суды идти, да, суды. И это которые террористы, которые пошел смертник. Какие суды? Вы, И вот то вас, это будет, смотри, и ваш то это террорист будет. А что ты Натаньяху хотел? в международном розыске, вы его не выдаете. Какие суды? О чем ты говоришь? Красавчик. Во-первых, это все суды, которые Натаньяху, это фиксы они отменили, потому что это было, платили за это деньги арабы, это показали сейчас. Теперь Натаньяху позавчера вышел 100 Ты только что сказал, что арабы это ваши союзники. 100 влиятельных людей. Он красавчик. Он показал, кто король на Ближнем Востоке. А ты, Леон, а Ваш ты поддерживаешь Украину, да? Да. Я Да. поддерживаю, например, Украину. Я солидарен с Украину? Украиной, да. Он Израиль поддерживает. Да. Он вообще кроме Израиля никого не поддерживает. Я и Украину, и Израиль поддерживаю, и все цивилизованные. Евреи поддерживают Я всегда только солидарен Израиль. Я Чтоб ты солидарен. знал. Так подожди, ты, Алик, рот закрой, Алик, потому что ты уже это. Я поддерживаю Украину, потому что Россия напала на Украину, да? Эти дебилята, блядь, услышали, что Путин сказал, этот идиот. Смотри, у России нету врагов хуже, чем сам Путин и его правительство. Она ломает эту страну, а такие раб, как Алик, он и в это... Ну, ты, свято получается, верит. поддерживаешь именно Украину, ты считаешь, что Украина это как бы государство, которое вот, ну, стоит именно поддерживать надо, да? Ты считаешь, что... Ты поддерживаешь, да? А почему должна Россия нападать на Украину? Нет, подожди. Ты сказал, что ты поддерживаешь Украину и украинцев, да? Не Конечно, виляй, я поддерживаю Украину, да. Да. Хорошо, Да, а почему тогда Украина все время голосует против Израиля в ООН? Почему так происходит? И это другое. Смотри, Украина не всегда делает, во-первых, эту вещь. Она, во-первых, подожди. Стой. Я поддерживаю украинский народ, а не правительство. То, что Россия поступила как пидорас и напала на Россию, Россию на Украину, это подло. Так правительство в Украине это евреи, как ты их не можешь не поддерживать? Я вообще Теперь смотри. Теперь вообще не поймешь. Теперь смотри, то, что украинцы зависят от некоторых политиков, они должны реагировать, да? То есть Израиль тоже помогал Украине. Ты считаешь, что Россия поступила нормально с Украиной? Вот твое мнение? А мое мнение? Да. Отвратительно. Я считаю, что это отвратительно. Нападение То же на... самое я считаю. Да, это отвратительно. Но То же самое я считаю. Но я не понимаю, почему ты можешь это... Как бы ты говоришь, ты поддерживаешь украинский народ. А ты поддерживаешь вот этих потомков тех, кто уничтожал, делал погромы против евреев. Так получается? Ты хочешь сказать про сотников, которые сотники убивали, русские убивали, да? Про это черные сотники? Подожди, про черных сотников. Расскажи мне про них, которые в Украине поубивали евреев. А это были русские были. А почему про это вы молчите? В каком году это было? Где это было? Как это в каком году? Это про тот год, который ты мне говоришь. Русские сотники. В каком году? Кишиневский погром кто устроил? 812 год. Какой год? Видишь? 812. Не 812, слишком рано. Это Алик Тович. Это русские сотники. Какие русские Кишиневский погром сотники? кто устроил? Русских не было тогда на территории Молдовы. Их популяция была, то есть русских. Это Сотники, черные сотники. Кто это? Русских было не так много. Русские были постоянно и везде. Как это их не было? Но в Кишиневе они появились, массово уже появились, как таковые русские нации, они уже появились после сталинских вот этих депортаций, когда депортировали многих, расстреляли, депортировали, а вместо них стали вот завозить с России, да, и приезжать вот именно, вот тогда это происходило. А до Второй мировой
До Вот это Второй мировой. договорились. Русский говорит, что не было русских, блин, я в шоке. Ну, их состав был, их процентное было очень маленькое. В Кишиневе, в Бельцах. Ты в курсе вообще, что Бельцы был еврейским городом? Да, да. Ты в курсе, что вся Северная Молдова, это были в основном евреи? Да, и А западного, если да, тебя и послушать, то западной кроме Украины. евреев вообще никто не жил. Ну почему? Это было именно компактное проживание евреев, именно север Молдовы, Буковина. Именно компактное. Даже хотели сделать, как-то была мысль, но Сталин это не допустил, вот, сделать автономию, еврейскую автономию именно на этом месте. Ну, решили сделать в Сибири. Вот. И Можешь идти делать обрезание, блин. что-что? Можешь идти делать обрезание, или ты еврей. А при чем тут обрезание? Причем тут это, если я знаю историю, мне надо обязательно сделать обрезание или Ты что? русский Или- рассказываешь, что не было русских, что были везде. Если я знаю Он чеченскую, он уже обрезан мозгами. если я знаю историю, например, немного... Олег, ты еще не обрезан, что ли? Ты же вроде мусульман, почти мусульманин. Я вне политики. Слушай, ты зайди в Google. Ты вообще живешь, Алек, ты где живешь? В Израиле или в России? Где ты живешь? Не, нигде. Я человек мира, блин. Ну, я думаю, что ты не россиянин, ты общаешься не как россиянин. Я думаю, ты где-то в Европе или в Израиле, скорее всего. А ты русский, да? Вот ты именно русский, блин. Ну. Я Что русский. обосрал, говорит, что русских не было никогда, были одни евреи. Зайди и посмотри, спроси чат GPT, зайди в Google, почитай, листай историю, какой был национальный состав Кишинева. И ты Вот эти увидишь. ребята тоже такие же самые русские, как и ты. Были в основном молдаване, украинцы и евреи. Болгары также. Но в основном молдаване, украинцы и евреи были в основном в Кишиневе. Вот. А русские... Дети, погром в Кишиневе устроили черные сотники. Это русские были. Почитай. Черные сотники. Хорошо, это была царская Россия. Царская Россия. А что, разве не могли быть эти черные сотники какими-то, я не знаю, украинцами, например, Так, местными? причем здесь русские, украинцы, блин, к вам, молдаванам, что вы там у себя творили в Молдове? Черные сотники были только русские. Ну Они хорошо, могли быть. хорошо, Леон, хорошо. Это была армия, это армия, российская армия была. Ты в курсе, Он что... говорит, что это молдаване перекладывают ответственность на украинцев и на русских. Это молдаване были в Молдавии. Хорошо, смотри, Львов, 1940 год, по-моему, первый, короче говоря, погром во Львове, если ты в курсе, вот, то ли